Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, что он думает о вас. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему и спросите его напрямую, что ты думаешь обо мне. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы какой несчастный. Постоянно в зеркало смотрит. Ах, девочки, что же вы с мужиком-то сделали, а? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Мужчина сейчас в какой-то депрессии, у него какие-то панические настроения, в тоске, в печали, загоняется по поводу вас. Что-то произошло между вами, что привело его в такое состояние. То ли вы с ним поссорились, что-то ему сказали, то ли как-то себя повели неоднозначно, то ли вы только лишь начинаете с ним общаться, встречаться, и, например, там, вчера ему не писали, допустим, да, либо сегодня не писали. И он такой бегает, знаете, места себе найти не может, его мурашит, его прям, знаете, подбрасывает, и он такой, блин, точно, я ей не нужен, я ее теряю, она от меня откажется. О, Господи, что мне делать, куда бежать, где искать спасение? Почему она со мной холодна? Почему она мне то-то, то-то сказала? Либо почему она мне ничего не сказала? Почему не пишет? Почему она мне не позвонила? Где она? С кем она? В зеркало смотрит. Смотрите, у одних отыграется, что он смотрит на себя и думает: фу, лошара, да, вот ты такой несимпатичный, ты такой, ну вот, недостойный, да, такой прекрасной женщины, там, ни рожи, ни кожи, весь такой облезлый. Там ни мышц, ничего, одеваешься невзрачно. То есть она тебя не любит, она тебя не выберет. А у других отыграется, что он за вами подсматривает в интернете, например, да, в соцсетях ваших пасется, даже вплоть до того, что, я не знаю, там мессенджеры проверяют, там, когда вы заходили, когда вы были, читали ли вы его сообщения, вообще сколько вы там времени провели. Да, видите, вот он перед зеркалом, в зеркало заглядывает, а ручки трясутся. И сам такой весь на взводе, готов расплакаться. Прям плохо-плохо ему, девочки. Ой, как же ему плохо. Что вы ему такого сделали? Вот объясните мне, пожалуйста. Но если вы поссорились, либо что-то ему высказали, он считает, что это все приговор. Что вы от него отвернулись, что вы от него ушли, что вы не хотите быть с ним вместе. Если вы только недавно познакомились, опять же, да, ничего ему не написали за последние, там, не знаю, 24 часа, то он считает это знаком отказа, что вы им не интересуетесь, вы не заинтересованы в отношениях с ним, и что вы на него, ну, грубо говоря, положили. Как вы его довели? Вообще кажется, что у него что-то не так с нервной системой и с психикой. Сейчас я еще на картах посмотрю. Просто он в таком состоянии, мне аж прям самой интересно, что с ним происходит. Почему он такой, почему так себя ведет, что вообще происходит. Откуда у него такое состояние? Может, он у вас этот биполярщик, да? Когда один у него прям... Ой, прямо карта вылетела. Карта-книга вылетела. Открытая книга. Да. Что-то вы про него не знаете. Ну, либо он сам про себя скрывает. Нездоровая психика, много всяких комплексов, неуверенность в себе, и очень много зажимов.
Ну, либо мужчина настолько сильно в вас влюбился и в жизни своей без вас не видит, и отсюда вся эта тревожность, отсюда все его вот эти страхи. Вы представляете, он вас больше всего в жизни как желает, мечтает, а вы такая раз и послали его, либо раз нагрубили ему, либо отказали, либо вообще никак не проявляетесь. Да, как я и сказала, любит вас очень сильно, он вас очень сильно... Ой, девочки, господи, он такой, я свою судьбу нашел, я свою любовь нашел, она взяла и отвернулась. Вы что-то сделали. Девчонки, думайте, что вы сделали. Господи, да он жениться уже готов. Какой горячий, быстрый, скорый парень. Опять книга. Ой, девочки. А ну-ка, стабильно он в психике или не очень? Ну, скорее всего, не очень. Ну да, не очень. Не очень, девчонки. Есть у него комплексы, есть то, что он скрывает, и он очень ранимый, чувствительный человек. Типа, как внешне, да, я такой здоровый, сильный мужик, да, меня ничто не проймет, не прошибет, и тут же он такой ранимый, несчастный, и очень такой, знаете, нежный, нежный. Так. Но он как-то запрещал себе эмоции, он запрещал себе слабости. И тут его накрыло, да, встретил женщину судьбы, и тут его накрыло. Видите, как показал, что вы от него отвернулись. Типа, я ее так люблю, жениться готов, а она взяла и отвернулась. Явно мужчина с сюрпризом, ну, либо очень-очень сильно вас любит. И так можно прочитать. Что-то вы, девочки, либо сделали, либо не сделали. И из-за этого все эти волнения у мужчины. Ему очень тяжело. И еще он с кем-то общался. Видите, эти две птицы? Очень похожи на его друзей, либо родственников мужчин. Он с ними общался по поводу вас, по поводу своих страхов. Он говорил, она жестокая, она меня не любит, она меня бросила, она со мной не хочет. А эти друзья такие, ну что ты паришься, ты нормальный, ты там адекватный, купи ей подарок, давай действуй, зачем ты ждешь от нее. Если она тебя поругала, купи ей хороший подарок, устрой ей романтик, да, помирись с ней. Если она не проявляется, едь к ней сам, начинай ей звонить сам. Ну что ты сидишь, да, что ты тут сопли на кулак наматываешь, делай что-нибудь. Друзья, кстати, у него неплохие, такие смешные мужички. Хорошие друзья, хорошая компания. Но он из-за своих страхов не может их услышать. Не может. Знаете, что я вижу? Тут вплоть до того, что эти друзья сами вот пойдут, там, выберут букет цветов, какой-то подарочек купят, закажут столик в ресторане, и этого мужичка вам просто подвезут к дому, да, чтобы он вам и цветы вручил, и подарок подарил, и в ресторанчик вас отвел. Да, они могут взять ситуацию в свои руки. Но они хорошо к нему относятся, и вас тоже видят очень хорошей женщиной. Вот как подходите вы друг к другу. Так, еще. Видите, мужчина на такой худой лане, да, за рога держится. Ему почему-то кажется, что у вас есть другой мужчина на примете, либо вы отвечаете взаимностью на чужие ухаживания. Вот здесь, смотрите, ваш образ, вы такая прям фея, прекрасная и желанная, на пьедестале стоите, и видите, здесь мужик на одном колене вам цветы дарит, а вы их принимаете. Он такой, блин, точно, она нашла себе другого, нашла себе более там крутого, более достойного, а я все, я в пролете, а мне она откажет, со мной она не захочет. Она видит, какой я хилый, она видит, какой я слабый, она видит, какой я недостойный, там, мало зарабатываю, плохо выгляжу, от меня там плохо пахнет, я как мышечной массой не обладаю, я там то, я там все, да, ну, в общем, все свои косяки вспоминает. Не знаю, то ли повод вы ему дали, то ли он действительно вот от ревности, от этого ужаса, одиночества начинает с ума сходить. Ну вот буквально, да, наставила мне рога, отвечает взаимностью другому мужчине, да, принимает другого мужчину, а я как бы типа, ну вот катаюсь, за рога держусь. А еще, девчонки, он очень боится увидеть вас другим мужчиной. Знаете, как думает, что я не переживу. Да, мне хоть, я не знаю, там в воду, хоть в петлю, хоть в огонь. Я не переживу, если я ее увижу с другим мужчиной. У него уже в голове ваши жизни в одну связаны. Представляете? Он уже связал все, завязал.
Типа мы друг для друга созданы, мы семья, мы поженимся, у нас все будет классно, у нас все будет замечательно, там детей нарожаем, там дом построим, там деревьев насажаем, да, у него такие же мысли были. И тут на тебе такой неожиданный поворот. Так, кстати, с вашей стороны все очень даже прилично, все очень спокойно. Я не вижу, чтобы вы что-то делали специально. Если поругали, то было за что. Если там не написали ему, значит, просто времени не было. Да, может быть, не хотели просто так там всякую ерунду писать. Хотели выбрать время, сесть спокойно с ним пообщаться. Ну, либо вы сами от него ждали, да, первого шага. Тем более, если вы только недавно познакомились. Да, вы даже не подозреваете, что он в таком ужасе находится, в адских муках, я бы даже сказала. По поводу других мужчин, да, возможно, у кого-то и отыграется, что есть другой мужчина, который, за вами ухаживает, который вам знаки внимания оказывает. А может быть, это ваш какой-то, близкий друг, либо мужчина из вашего, например, прошлого. Ну что ж, вам теперь ни с кем не общаться, одеть эту паранджу, да, сидеть дома. Нет, вы женщина современная, вы женщина активная, у вас много знакомых разных полов, и вы про это вообще никогда не думали и не заморачивались. Еще вижу, что у вас какие-то дела, задачи, которые требуют полного фокуса, да, то есть вы должны погрузиться в свои дела, задачи, чтобы все успешно сделать. И вы не любите заниматься сразу несколькими делами, вы не любите, когда вас кто-то либо что-то отвлекает. Да, у вас все вот как-то по графику идет. Вот здесь я поработала, вот здесь я личной жизнью позанималась, здесь я собой позанималась, здесь я с подружками встретилась, там, спортом, такими делами. У вас очень правильный подход к жизни. Очень правильный. Вы спокойная, вы в себе уверенная. А вот мужчина, наоборот, неврастенник. Неврастенник, то ли очень сильно влюбленный. Они же влюбленные даже дурачками становятся, понимаете? Поэтому такие реакции могут быть. Ой, много он думает, девочки, о вас, и все мысли такие тревожные, прям страшные. Думает почему-то только о плохом, а о хорошем не думает. А может быть, если бы вы ему там написали, да, хотя бы просто там привет, либо смайлик отправили, то у него бы сразу картиночка поменялась. Да. Подозрительный, в себе неуверенный, дико влюбленный мужчина, тот, на кого вы загадали. Ну что, девочки, если вы на этого мужчину имеете серьезные взгляды, видите перспективу с ним, я бы на вашем месте немножко задумалась и выяснила, да, в чем причина его таких вот нервных состояний. Если он действительно очень сильно влюблен, да, и вот от ревности сходит с ума, действительно вас не хватает, и это любовная лихорадка у него, то тогда все нормально, да, все еще сложится. А вот если он действительно биполярщик, либо у него какое-то психологическое нестабильное состояние, то здесь надо задуматься. Да, может быть, его сначала лучше отправить к психотерапевту, да, пусть полечится, пусть успокоится, пусть возьмет себя в руки, а потом уже в отношения идет. Но здесь действительно мужчина сам не свой. И с этим нужно разбираться. Это нельзя игнорировать, девчонки. Если влюбленный, хорошо, ладно, не считается. А вот если действительно закомплексованный, такой вот ревнивец, собственник, да еще не уверенный настолько в себе, то здесь могут быть проблемы. Вот реально могут быть проблемы. Смотрите, вижу, что он, скорее всего, либо сегодня вечером, либо завтра вечером, к вечеру, да, на что-то решится. Как-то проявиться, приехать, вот лично с вами повидаться ему захочется. Либо эти друзья его, да, привезут запакованным, чтобы не сбежал по дороге. Вот буквально, да, сегодняшний вечер, либо завтрашний вечер, и вы его увидите. Сможете с ним поговорить и оценить его состояние. Знаете, как все решится. А так вообще мужчина, да, странный, очень сильно переживает и очень сильно, походу, влюблен в вас. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Будьте счастливы, выбирайте достойных мужчин. С психами, пожалуйста, не связывайтесь. Все в ваших руках. Берегите себя. Всем спасибо. Всем пока-пока.